Ситуация такая, коротко. Завалить гэтыя выборы можно только бойкот. Больше ничего. Вот. Але зрабіць яго, ну, так, каб были новые выборы, как это оформить, не удавалось. Удавалось доказывать фальсификацию. Скажем, вот на парламентские выборы там больше 30% не приходило. Вот, и они попередним голосованием это наполняли. Тому, то, что пошла такая агитация, как обовязково пойти на выборы, проголосовать вот за кандидата, все, это 100% гарантия элегантной перемоги Лукашенко. 100%. Иначе не было, не будет. Так побудована фальсификаційна машина. Треба, щоб люди голосували. Ніякого контролю, ніякого, так, що робиться там, люди доступу не мають. А робиться елементарно. Голоси лічують там аби як. Контролерам не дають навіть глянути. Пишуть протокол голосування і везуть в адміністрацію. В адміністрації цей протокол правлять, або перекреслюють, пишуть нове. Пишуть, скільки треба процентів, все. Это не выборы, это вот система, яка зроблена, вона не має доступу, як її розкрити. Тому для цієї системи обов'язково треба, щоб були люди, які голосують. Тоді, бо голосування тайне, тоді можеш робити, що хочеш. Це не перевіриш, її неможливо проконтролювати. А от коли люди не прийшли голосувати, і це зафіксовано, а це зафіксувати легко, тому що вони не прийшли. І списки, і протоколи зробити, і все. Это доказы, что выборы не отбылись. Только треба это добро организовать, и по закону повинны быть новые выборы. Так вот, это наибольш тяжкая задача, потому что массовая свядомость, она не может вырашить таких простых задач. Им здається, вот их кличуть, идите проголосуйте супротив Лукашенко. Их у всех тягнет, этих людей, ненависть до Лукашенко. Не важно кто там, важно абы кто, только не Лукашенко. Они пойдут проголосовать и думают, что они вот свое слово. А это то, что треба. Потому что машина спрацує на 76%. Вот у чым проблема. Потім, это вот люди, это вот московские штаби, які тут організувалися, вельми технологічно діючать, до речі. Вельми технологічно, это чим використали, все, уже на білоруському мову. Чим не похоже, ніж Лукашенко? Лукашенко при московській так само. Ну, так я розтлумачу. Вот. І от зараз така використана повальна вот эта психологія йти голосувати, ну, значить, все ясно. Більше того, вони відчули правильно, абсолютно, що Лукашенко може зняти Тихановську з виборів. Тому що вона тут уже, ну, занадто шмат, так сказати, организуя протестных настроев. И 90%, что могут сапраўды гэта зняць. И яны ўжо наперад кажуць, калі яна будзе знята, каб усе ішлі галасаваць супраць. Абсурд полный, калі ўжо нікога няма, на што вы закликаете людей ісці галасаваць туды. А психология такая, люди приходят, допустим, люди пришли голосовать супраць. Там остался Дмитриев, там, ну, спойлеры. А им объявляется 76% за Лукашенко. Так и будет. На всякая реакция людей. Ну, я же голосовал супроть. Ты голосовал супроть. Усе. Реакция эмоциональная, непризнание. Тут достатково одного провокатора. Исти громить то, что было в 2010 году. И вот для Москвы вельми выгодно, как руками Лукашенко разгромить Беларусь. Потому что разгромить не только демонстрантов, а разгромить все организации, все по Беларуси. И они это не скрывают. Они же провели победные работы с войском. Войско будет денежить, с ОМОНом, с милицией. Ну, всеми навод с Москвы будет победные структуры. Это рихтуется, и он это не скрывает. И он говорит, что после выборов будет еще интереснее. Вот. Мы, ну, депутаты, я добре веду особисто вот этого человека и, як кажуть, эпикриз его хворобы. Про это ж написано, что сутность этой психопатии заключается. Тому это вельми небезпечно зараз, что на эмоційному уздыме, на только не принятие бы не Лукашенко, это не позиция. Потому что завтра она кончается.
Павінны быць ідэалы, праграма, мэта. Вось тады будзе рух, тады будзе ясна, за што людзі змагаюцца. А так, абы каго, толькі не Лукашенко, так выбралі Лукашенко ў 1994 годзе. Абы не Кебіч. Выбрали 26 годов рабства, не себе зробили, своим детям. Эти дети, оказывается, не нашмат разумнейшие за своих батьков. Робят то же самое. Потому что есть психология массы. Вот. И они, технологи это цудовно разумеют. Ну, цудовно, використовують блискуче зараз это все. Вот. Тому, коли гэтага не кажется, ну так будется, тут вельми важно не допустить до разгрома. Вельми важно. Это тлумачится, это говорится, это пишется, но мы не маем сродков массовой информации, ни телебачення, ничего. Тут 100 раз написано, и часто людей это добре ведает, и часто людей не пойдет на выборы, и довольно великая частка не пойдет, але навряд чи 50% наберется. Вот. Теперь, чем новый депутат промосковский больше шкодный, чем Лукашенко. Лукашенко ніякої будучині перспективи вже немає. Він не має електорату. Народ від його відвернувся. Міжнародна супольність так само. Все, він висить у повітрі. І тому з ним значно простіше управитися, заховавши той протестний потенціал. От ту всю накерованість супроти його, це можна привести до всеагульного страйку, до забастовок, до відповідних акцій, до створення організацій, що не буде контролювати, до розколу номенклатури, силових структур. Все, це може вирішитися за кілька місяців. Тому що він уже висить у повітрі. І немає підтримки. Коли приходить промосковський депутат, який каже, демократію вам дадим, все, як буде відчуватися на громадстві? Будуть підтримувати. Натурально, так як Лукашенко підтримували після Кебіча. Тому що чоловік прийшов, все, Лукашенки нема, його будуть підтримувати. Це момент психологічний більше. А більш небезпечний – юридичний. Лукашенко – нелегітимна фігура. Фактично признають, бо фактично його влада. Там є амбасади, все, в міжнародних відносинах так є. Хто б не був Саддамом Хусейном, правильно, бо так побудована влада. Але він неповномоцний від народу, ні одні вибори не признані, гэта не будуть признані. І тому ті міжнародні договори, які він заключав, які буде заключати, вони нікчемні. Є така характеристика юридична, вони нікчемні. Їх легко буде відкинути, і міжнародний супольник нас підтримає. Ми ту і трубу Газпрома заберемо назад. Це вже незаконно зроблено. Что вы с ним связались, Лукашенко? Что вы не знаете, кто он такой? Так вот, у нас были размовы с московцами с довольно высокой сферы, ранее еще были, еще в початку 2000-х, когда они все хотели референдум нам накинуть. И мне кажут, ну, слушайте, мы же понимаем, кто такой Лукашенко. Надо, чтобы все было юридически правильно, чтобы он был легитимным президентом. Надо, чтобы признали его выборы. И они роблять некую акцию, признают, а это легко будет обновить. Так вот, не бойтесь вы этой 31-й карты. И он подпишет эту 31-ю карту, допустим, так. Это будет дрэнно, это политичное решение, якое потягне за собой тиск на народ. Але яно юридично абсолютно нікчемне, і Москва це розуміє. Так вот, Лукашенко слабый абсолютно в юридичному плані. Чому увесь час ми давали на вибори назиральників, чому ми старалися, як приїжджала ОБСЄ, як увесь час засвідчити неправильні вибори, як він був нелегітимний, висів у повітрі. І він висів усі ці 26 років. И все, что он наробил, это международном, это все пустота. Вот меняется влада, а автоматично вертается Конституция, что-то сметься, что натворил, выкидается из законодательства и по религии, и все, потому что ну, сопсовал наш закон об религии. Вот и все, приоритет дал православию, и все, РПЦ фактично. Что это за закон такой? Первый закон говорит, что это все, это шелуха откидается одразу, автоматично, бо оно никчемное. И вот именно международные договоры, які він наробив з арабськими еміратами, з усіми, піддавав землю, все, це корупція міжнародна.
Вот. И коли бы это был бы легитимный президент, была б проблема. Были б, знаете, ну, проблемы международные, все ж таки за это гроши заплачены, все, и а это кто такие? На то, что вы с ним заключали. Тому тут можно вселяк, можно просто забрать. А можно выставить на тендер, скажем, заплатить гроши, все, скажем, и забрать по відповідній ціні. Тому тут проблема только, якая буде наша улада. Вот коли прийде черговий москаль, чи прамоскаль, вот як это Цапкало, поехал, потому что он знакомый в ФСБ, ему сказали, что могут быть неприятности. Ну, же все это рассказывает. Поехал в ФСБ, поехал в Москву. Вот. Тут и такие, мы же его знаем, мы же его ведающие молодым коллегу до Шушкевича представили этим самым помощником. Вот. Ведаем, кто это такое. Мы был наместником этого самого министра замежных справ. Як не хотели его в Америке брать, потому что это одиозная фигура. Подтримливал Лукашенко во всеми и уволили. Вот. И вот такая вот фигура, вот, за якую тут вот его там жонка, все, ну, вот, допустим, робится президентом. То в это будет катастрофа еще горшая. Вот очень справа. Тому люди реагуют эмоційно. Політики так не повинні робити. Політики повинні аналізувати і приймати такі рішення, які необхідні. А кроме того, політики тепер ведають, що вибори відбуваються по технології, а не потому, что вот собрали все, пошли, проголосовали, это профсоюзы так могут выбирать вот, на предприемстве. А у політиці, ви бачите, яка технологія на Білорусі зараз відбувається. Ну, просто. Слухайте, это коли оценивают, то это ну, высший класс. Они нашли это женок, это идет. Женщину, все, я поменяла это, и они ее ведут. Все. Вот, ага, а чули, что появились теперь червоные белостяхи, все, уже вчера по-белорусски сказала. Вы же не думаете, что они стоят на этих позициях, это, что за ими стоят, да и сами это. Вот, тому вот этот вариант, який был такий, что усе были чужие. И Лукашенко, и Бабарика, и это самое. Это все одна масть. И они поміж собой сотворили брань, кажется. И мы старались, как они один одного сожрали. Вот. Потому что и одно, и другое дренно. И одно, и другое дренно. Только с этим будет легче управиться, як я стал. Чтобы оно уже ничто. Вот. А с теми уже была проблема великая. Вот такая справа в політиці. І зараз ми бачимо, що ну, тут уже натурально, що люди ж нема ж свободного друку, нема свободного телебачення, до гето потім. Навіть коли тепер все появилося, народ, маси, і вони володують інерцією, вони не можуть одразу помінятися. І от пішла зараз повністю правдива пропаганда, і вона мало що зробила. Треба год хоча б год. Вот. Так вот этого не было. А люди так, им уже, кажут, за скуру залез, это варьят, все, и они знать ничего не хотят, тут пойду проголосую. 2004 год. Лукашенко решил провести референдум об своем вечном президентстве. Памятаете? Памятаете. Вот. Это антиконституционное дело, абсолютно. Потому что Конституция забороняет это робить. То в принципе. Але він вирішив провести референдум і сховатися за референдум. Що було? Значить, наша партія, там, люди, які розбиралися, ми казали, бойкот не можна йти на ці вибори. І бойкот було б легко зробити, тому що на референдумі треба 2/3 голосів. 2/3, 1/3 не прийде і все, його нема. І назирання було все. І що ви думаєте? Мобилизовали все, переодели ГБО, вся эта вот оппозиция этих лябедек, які грантами, они кричали, иди и скажи свое нет. Их был лозунг такий, иди и скажи свое нет. Бо треба, щоб люди прийшли на референдум, тому тоді можна сфальсифікувати. А коли не прийшли, і загнали, і проголосували. І проголосували, от маєте вечного президента, от, шості які вибори. От що зробила вот эта массовая свідомість і відсутність сродків масової інформації, що люди щиро йшли сказати йому свою «нет». Ну, люди, які його не признавали, тому що ну, тоді це була, може, 1/3 людей, навіть більше. Это можно было провести бойкот. Вот. И вот эта псевдооппозиция, они
люди за это закликали. Еще и БРСМ организовали, там все это. Вот я этим політично займався, все це бачив. Вот такий винік. Винік отримали варіата у диктатури, які витворяє зараз, що хочеш. От, тому гэта недобрая ситуація, яка створена у нас. І ну, тут, як кажуть, можуть бути різні варіанти. Ось. Але яна лепшая у тым сэнсе, што деякая верагоднасць, нават 100%, што пакуль што застанецца Лукашенко. А зіма правіцца будзе, я думаю, нават до конца года. Гэта ўжо не спыніш. Ужо людзі ўжо падняліся, ўжо іх назад у бутэльку не загоніш. Все, тут трэба ўжо арганізацыйныя структуры, і самае галоўнае, цяпер у асноўным людзі маладыя выходзяць, моладзь. Павінна падняцца людзі, якія працуюць, якіх, як кажуць, ужо жыццёвы вопыт ёсць. Так як было ў фронце, людзі былі 40-50 гадоў. Моладзі амаль не было. Тому што палітыку робяць такія людзі, якія маюць сем'і, якія працуюць на вытворчасці, маюць вопыт адпаведны, з якімі лічацца. Дык вот гэтыя людзі яшчэ спяць, яны, можа быць, за Лукашенко будуць галасаваць. Но гэта часова. Вот. Все, ўжо пытанне зрушылася. Таму пытанне з Лукашенком – это пытанне часу. Это пытанне часу. Для нас оно больш зручнае, тому што, я кажу, адразу эту трубу, і все это можна выкинуть. И все гэтыя 30 этих дорожных карт, что понаписали, это все выкиньте в сметник. Все не мае ніякого значения. Легітимная влада буде все вирішати, а не з тим варіатом, які ви це робили. Ну і плюс ще влічите, що таке Путін, яка ситуація в самій Росії і в Сибірі, що робиться. Вот. Хай вони ще поглядять, що у них там буде. Вот. Тому вот это отказ на ваше питання. Многие речі не можем прадбачити, тому що, скажем, сягульную забастовку, все это зробити можна після виборів навіть. Разумеете, это питание, а это серьезно, это не просто демонстрация. Это все, такая же и Полоцкий, и Кали, все, коли это поднимется, и директорский, это клан, коли поднимется, директорат, он не монолитный, не думайте, вот, то это все, и это питание часу. Теперь, хай, он застається, это ясно, поскольку все идут голосовать, все будут самое небезпечное, как они не разгромили Беларусь. Бо тут людей не стрымаешь, ничего не скажешь. Тут в 2010 году я это добре ведаю, бо я этими выборами займался и там помогал Никляеву и многое, что там написали, как привести это в некую нормальный некий стан, там снялись депутаты, и все. Что кончилось? На Никляева напали, сбили, Статкевич утек, потому что он повинен был робить, выступил в роли провокатора и повели людей. Все. Вот тому, и что было, знищили не только там 700 человек побили, все, а они знищили все организации. Все, до этого часу еще многое не народилось. Вот, тому то, что рихтует этот режим, этот вариант, это отпомстить народу. Бо у него такая хвороба. Коли вы ему наступили на мозоль, то он будет помнить это все життя, покуль вам не отпомстить. Його така хвороба. Потім, його хвороба не предугледжує емпатії. Це писали психологи об этом. Він не розуміє стан другого чоловіка, його почуття, його боль. Він не спочуває, його нема спочування. Хвороба така, не розуміє того. Тисячі йому петиції пишуть, і все, пишите, до його це не доходить. Сотні людей розстріляли. Для президента, який б не був, йому обов'язково для його іміджа треба хоч одного помилувати. Ну треба, і ти маєш можливість таку, ні одного не помилував. Тому що він ніхто не розуміє, ніхто нема. Вот. На конт хлусні. Вот все потешаються, він хлусить і все, но це хвороба. І він, коли хлусить, він тут же вірить у то, що він каже. Він вірить. Я верю, что да, и мой отец тоже погиб во время Отечественной войны. И он это верит. И вы ему не доказываете, что вы родились на 10 годов позднее, что это абсурд. Но все равно это верите. Шавацкий снял, значит, дає фонограмму
як він хвалить Гітлера, і в його питання, а от скажіть, чим ви керувалися, що ви Гітлер? А він, я этого не казав, я этого не говорив. А я этого не говорив. Это неправда. Вот тут же, я тут, и он верит в это. Он верит, что это не говорил. Вот это есть, это люди аж кулаками трясут, что такая сволочь. А это хвороба. Что же вы варианта выбрали? Об этом же мы говорили, мы же в Верховном Совете ставили питання об медицинской экспертизе его. Это же зафиксовано у протоколах Верховного Совета. Не, выбрали идиота. И не питали, як він до жонки относится, а хто його, чому жонка не живе, чому паспорта немає, ніхто ж не питав. А він зареєстрований незаконно, абсолютно незаконно. Вот. Ну, а потім ви видите всю історію, як включилася Москва до його життя, і чим це все от є. Вот такі справи з цим.